В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Ледоход на реке Лени ожидается у Якутска. Объявлен режим повышенной готовности. Рост заболевших коронавирусной инфекцией наблюдается в Якутии, и с каждым днем массовая вакцинация продолжается. Госинспекторы региона выявили факт незаконной добычи гусей и уток, занесенных в Красную книгу России во время рейдов. Под Якутском начались подвижки льда и разводья на реке Лени. Организованы посты безопасности в поселке Табага, городе Якутске и в поселке Кангаласы. По словам руководства Ленского бассейнового водного управления, река Лена у поселка Табага вскрылась сегодня утром, что на сутки раньше нормы. Сейчас оперативные группы спасателей начинают отслеживать уровни воды, следить за прохождением ледохода, оказывать помощь населению в случае необходимости и проводить профилактическую работу с жителями. Служба спасения региона просит жителей Хангаласского, Намского районов и Якутска подготовиться к безопасному пропуску паводковых вод ввиду понижения температуры в ближайшие дни. Возможны заторные явления и, как следствие, повышение уровней воды на реке Лени. Ледоход буквально в эти дни, сегодня можно сказать, что констатирует факт, что утром 17 мая она вскрылась в районе города Якутска. Ожидаем рост уровней в ближайшие дни и в ближайшие сутки подвижки будут на территории Намского улуса. В этом году, значит, ледоход в какой-то степени необычный, так как все предпосылки были к сложному, да. Слава богу, в этом году ледоход на территории республики идет нормально, можно сказать. Затопленных территорий, чрезвычайной ситуации пока нет. Селу Чимна и Татинского района угрожает подтоплением. По данным на 12 часов дня в селе уровень воды на реке Амге составил 1152 сантиметра, при критическом уровне 1155. Водой с пойменной части отрезала дороги Чимна и Уодай и Чимна и Селях. Под угрозой подтопления 4 дворовых участка и трасса Чимна и Харбалах. Режим повышенной готовности сохраняется в селе Амга. На 8 часов утра уровень воды на реке Амге составил 892 сантиметра, при критическом 925. Спад уровня за сутки 23 сантиметра. Ожидаются обильные осадки в верховьях Амги, что может вызвать повторный подъем уровня воды. На участке с 41-47 километров муниципальной автомобильной дороги Амга-Аннёс запрещены передвижения всех транспортных средств с 13 мая до особого распоряжения в связи с повышением уровня паводковых вод и затопления участка дороги. На региональной дороге Битюн на участке 79-80 километров вследствие поднятия уровня паводковых вод затоплена часть дорожного полотна и мостовой переход через реку Минири. Максимальный уровень наблюдался вчера, 12 часов 916 сантиметров, это на 9 сантиметров ниже критического уровня. Вот так, в этом году весеннее половодье нормально, так, уровни повысились, но до критического не дошло. Но все равно сейчас в данное время режим повышенной готовности сохраняется, так как в верховьях еще сохраняются снегозапасы и, возможно, осадки. Активная фаза ледохода на реке Алдан прошла успешно, льда нет, русло чистое. Максимальное повышение реки 748 сантиметров наблюдалось в населенном пункте Черектей при максимальной отметке 1062 сантиметра. Нижняя кромка льда реки Алдан находится у населенного пункта Батамай. У населенного пункта Дыгдал-Еспекского наслега редкий ледоход, вода продолжает падать. В населенных пунктах Дыгдал и Кылай уровень воды не дошел до отметки гидропоста. На реке Лена с сегодняшнего дня уже в населенных пунктах Огородта, Хоногор и Арытит уже организовано круглосуточное дежурство. Уже наблюдаем уровень воды в временных гидропостах. И при возникновении чрезвычайной ситуации уже начинаем эвакуацию в пунктах временного размещения населения. И заблаговременно вот уже сегодня проводим отгон скота и лошадей в пунктах временного содержания скота.
Теперь об эпидобстановке в регионе. За сутки выявили 105 новых случаев коронавирусной инфекции. В Якутске 64 заболевших, в Мегино-Кангаласском районе 14, в Кобяйском 6, в Усть-Алданском 5, в Чурапчинском 4, в Вилюйском, Намском и Хангаласском районах по 3 случая, а в Валаиховском, Нерюнгринском и Оленёкском районах по 1. За сутки лабораториями региона проведено почти 2000 исследований на ковид. В Кобяйском районе идет увеличение количества зарегистрированных случаев. Особое внимание обращаю как граждан Кобяйского улуса, так и оперативного штаба Кобяйского улуса в необходимости принятия мер как по усиленной вакцинации, так и по, соответственно, соблюдению ограничительных мер, установленных на территории республики. Необходимо обратить внимание на осложнение ситуации в Усть-Алданском и Чурапчинском районах, где зарегистрировано 5 и 14 случаев соответственно. В связи с чем также хочу обратить внимание на то, что вакцинация населения, а также соответствующие меры ограничительные дадут нам возможность не распространять инфекцию далее. Вакцинация является самым эффективным методом против распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Якутии Айсан Николаев на заседании Республиканского оперштаба. Он обозначил главную задачу на ближайший период – это проведение массовой вакцинации среди якутян. Она позволит переломить эпидситуацию и создать положительную динамику. В выходные дни в Мегино-Кангаласском улусе проведена тотальная проверка предприятий, выписаны административные штрафы за нарушение ограничительных мер. Чтобы исполнить плановые показатели по иммунизации, необходимо прививать в сутки 9 тысяч человек по всей республике. В оперативном порядке будут наращиваться ресурсы прививочных пунктов и мобильных бригад. Айсан Николаев поручил уточнить график поступления дополнительных партий вакцин, вести учет вакцинированных граждан и обеспечить выполнение плановых показателей. Глава республики Айсан Николаев выступит сегодня в 20:20 с обращением к жителям Якутии по поводу эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Трансляцию вы можете увидеть на телеканалах НВК Саха и Якутия-24 и на радио Тетим. Перейдем к другим темам. Продолжается сезон охоты на уток в Якутии. При этом велика вероятность распространения птичьего гриппа. В Республиканской ветеринарно-испытательной лаборатории исследуют водоплавающих. Для этого охотники отправляют туда части тушек. А из районных ветеринарных служб доставляют сыворотки в специальных пробирках. Все это исследуют двумя методами. Во-первых, сотрудники лаборатории проводят иммуноферментный анализ. Также выявляют вирус через ПЦР. Пока исследовано порядка 50 проб. По словам специалистов, все анализы отрицательные. Птичьего гриппа пока не выявлено. Тем временем охотники добыли 30 гусей и уток, занесенных в Красную книгу. Госинспекторы провели рейды совместно с сотрудниками Росгвардии на вертолете Ми-8 для пресечения браконьерства в охотничьих угодьях Тампонского, Татинского, Амгинского, Алданского, Усть-Майского, Хангаласского и Алекминского районов. Всего зарегистрировано 4 факта незаконной охоты, изъято 20 особей редкого тундрового гуменника, 10 особей черка-клактуна, а также 25 уток-самок кряквы, черка-свистунка и шелохвоста. Три охотничьих ружья и электронное устройство, имитирующее звуки животных. Материалы направят в МВД для возбуждения уголовных дел о незаконной охоте и незаконной добыче и обороте особо ценных краснокнижных видов. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов будет организована в 13 пунктах в Вилюйском улусе. В этом году по району всего 247 выпускников, из которых 234 сдают в форме единого государственного экзамена и 13 в форме государственного выпускного экзамена. Выпускников 9 классов 344 из них в этом году сдают основной государственный экзамен 304 ученика. Все экзамены будут организованы в соответствии с санитарных требований. Все пункты проведения экзаменов обеспечены дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты, антисептиками, кулерами, одноразовыми стаканами.
Всего будут задействованы 326 работников. Все работники прошли обучение, прошли инструктажи по требованию Роспотребнадзора, организация экзаменов в соответствии всех санитарных требований, приход участников в пункты проведения экзаменов по графику, рассадка участников в аудиториях с соблюдением социального дистанцирования, предусмотрено помещение под изолятор. 276 бюджетных мест выделено в Чурапчинском институте физкультуры и спорта. Набор на обучение ведется по 3 уровням образования. Это среднее профессиональное, по которому запланировано 30 мест по физической культуре и спорту, а также 198 мест выделено на бакалавриат, где 84 места для очной учебы по профилю физическая культура и спорт и 37 для заочного обучения. А по направлению наука и дошкольное образование 43 места для заочного обучения и 35 мест выделено по профилю безопасность жизнедеятельности. Абитуриенты, подавшие документы на среднее профессиональное образование, могут поступить по итогам среднего балла аттестата, а те абитуриенты, которые имеют результаты единого государственного экзамена, могут подать документы на высшее образование в бакалавриат. А также абитуриенты, имеющие диплом среднего профессионального образования, также могут подавать документы на бакалавриат и сдавать все вступительные испытания дистанционно. Приемная комиссия в этом году будет работать только в дистанционном формате. Абитуриенты могут подать документы в информационной системе или могут через операторов почтовой связи. 50 дней осталось до главного спортивного события лета – игр Манчары. Сегодня в селе Бердигистях работала режиссерско-постановочная группа. Они посетили главный спортивный объект – стадион, провели встречу с населением, специалистами и руководством района. Обсуждались все вопросы культурной части, технические моменты, размещения и питания участников. В главной части планируется участие около 3000 человек и использование новых технологий. Основная проблема – это вакцинирование населения, вот этот коронавирус. Да? Сейчас уже встал вопрос о том, что если население не вакцинируется, то уже мы должны или сократить население, участников, соответственно, сценарий тоже поменять. Сильный снег и порывистый ветер ожидаются в ряде районов Якутии. По центральным, заречным, в Нижнеленских районах по верхоянию ожидаются осадки в виде снега и дождя. В Оленёкском и на севере Мирнинского районов снег, местами сильный, говорится в сообщении. Также на западе региона возможен небольшой снег, днем местами дождь и мокрый снег. В Анабарском и Булунском районах прогнозируют порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью на западе Якутии составит -4, -9, на севере -9, -14. Наши корреспонденты следят за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами.